ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В минувшее воскресенье в Ухте прошло собрание Комитета по спасению Печоры. Организация, занимающаяся вопросами экологического характера, обсудила ряд злободневных тем. Такими на протяжении не первого года по-прежнему является незаконная, по их мнению, деятельность крупных производственных организаций. Поэтому повестку дня открыли обсуждением круглого стола по экологическим вопросам Яриги. А проблем там достаточно. То у нефтяников нефть полилась, то новый завод хлор решил через них возить. К слову, к этому новому заводу у общественников и без провоза хлора куча вопросов. При этом, как считают активисты, надлежащие органы закрывают на это глаза. И причем наши три профессора, Кочетков, Копейкин и Землянский, с самого начала, это 7 лет назад, они официально поэтому делали отзыв, что 1-километровой зоны санитарной у такого предприятия не может быть. Они это дело проигнорировали на сегодня. Для нас, конечно, вопрос – это работа не только Росприроднадзор, мы считаем, вообще не работает. Он закрыл глаза полностью на всякие нарушения. Чтобы обсудить эти вопросы, было решено организовать 25 марта круглый стол. А вот за какой стол сесть, чтобы под поселком Сидью решили проблему с утекающей соляркой, пока не ясно. Активист Валерий Торлопов, побывавший недавно на месте временного склада ГСМ, отмечает, дистопливо жгут. И, судя по всему, вовсе не для обогрева. А еще утекает жидкость совсем не в одну сторону, как говорилось ранее. Пытаются дистопливо сжечь. Почему? Потому что вот 16-го я увидел и на видео отснял, как дымы, клубы дыма поднимаются черные. Вот, около хранилища там никого не было, а внизу копошились рабочие, которые, значит, вот дистопливо подливали, понятно, подливали в полубочки, которые сгорели. Снег вокруг чернеет. То есть, как ну, нельзя еще сказать, что как на сажевом заводе, но когда на лыжах проходишь, пятна черные видны. Значит, когда стало входить, там в одном месте, в 15 примерно метрах от угла этого хранилища, в том направлении, в котором я хотел делать проверку, были подозрения, что ручей уйдет на юго-восток. Значит, там увидел под стволом наклоненного дерева, значит, соляру. В целом, слова официальных источников и общественников несколько расходятся. 22 января в СМИ появилась информация, что ликвидация последствий с дизельным топливом завершается. Так ли это станет понятно к концу зимнего сезона? Именно тогда «Лукойл» обещал закрыть объект на реке Сидью и провести рекультивацию земель. На вопросах экологии, к слову, общественники не остановились, обсудив попутно и проблему с отменой в школах обязательного изучения коми-языка. По мнению присутствующих, это постепенно приведет к гибели коми как национальности. И несмотря на борьбу носителей языка на митингах и демонстрациях, пересмотр закона о языке так и висит в воздухе. Скорее всего, как предполагается, просто сейчас перед выборами не хотят этот вопрос поднимать, но после выборов этот вопрос возникнет и его будут однонаправленно решать, вы сами понимаете. Вот. Если уж Татарстан переломили, то попробовать там коми переломить они, конечно, попробуют. Чтобы поделиться с Татарией своим опытом, Комитет спасения Печоры планирует присутствовать на конференции в Казани 26 января, где обсудят проблемы отмены изучения национальных языков. Также язык планируют защищать и на дальнейших митингах, которые организуют весной.